Сегодня начинается региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха-Якутия. 88 школьников прошли дистанционный отбор. В течение нескольких дней будут улучшать свои научные исследования под руководством опытных экспертов, партнеров конкурса из различных образовательных, научных и индустриальных организаций. И у нас в гостях один из этих 88 счастливчиков – Иванов Тускул, ученик 10 класса Республиканского лицея-интерната. Тускул участвует в конкурсе уже в 3-й раз и уже с первого раза в 2018 году стал победителем значительного всероссийского этапа в городе Сочи. А поддерживать его пришел отец Тускула Джоустан Семенович, научный сотрудник Института физически-технических проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова. Вот так, доброе утро. Много информации. Да. Тускул Джоустан Семенович, доброе утро. Как у вас настроение? Хорошая. Волнуешься? Немножко. Ну, бывает, бывает. Важный этап сегодня, Ну, давайте да? вернемся к 2018 году. Как все было? Расскажите. Что ты сделал такого, чтобы поехать в Сочи? Но сначала я подал свой проект «Ледяные призмы», а потом меня пригласили на региональный этап Сочи Сириус. Там у нас была команда. В общем, мы делали проект и заняли 2-е место. Я получил награду за личное первенство, и нас отправили в Сочи Сириус. То есть, получается, вот что, ледяные? Концентраторы. Ага. По этой теме вы собрали целую команду и А, защищали, нет, да? это получается, или как? наш проект, и он нужен был, чтобы войти на региональный Расскажи этап. поподробнее, что за проект? Да, о чем он? В чем его польза? Но мы использовали их для автономного дома. Получается, он должен стоять в Арктике. И получается, как у нас в Арктике, там полярные ночи. И получается, это автономный дом, у него есть солнечные панели. Ставим рядом с ним эти концентраторы, и у нас выигрыш в энергии получается. То есть в условиях, когда солнца маловато, да, ты вот это имеешь в виду? А за счет чего получается такая выгода? В общем, там рядом стоит призма, и в него коэффициент преломления меньше. И когда солнечный луч падает под углом, то он преломляется на солнечную панель. То есть она аккумулирует, получается? Нет, она накапливает солнечные лучи на панель. Ага, Хорошо. все, понятно. Это не просто вот солнечные панели, да, а вот именно сконцентрировать всю энергию, Собрать. да, получается? Да, но то есть это лучше, себе. дешевле, чем покупать 2-3 панели. Ага, но это на самом деле очень практически применимо, и не только там, где полярная ночь. Я думаю, что если здесь кто-то хочет сэкономить на электричестве, можно поставить одну панель и твои аккумуляторы дополнительные, да? Да. Ну, а родители тебе как-то помогали определиться с областью для научных работ? Но с детства мы с братом были с бабушкой, жили у бабушки и дедушки. И я думаю, что это они помогли нам, определиться с областью нашей специализации, так сказать. В общем, смотря на дедушку, мы заинтересовались машинами и техникой самой, в общем. А дедушка кто, получается? Иванов Семен Ильич. Все понятно. Любовь к технике, любовь к науке из поколения в поколение. Ну а сейчас с каким проектом ты будешь выступать? Да. Сегодняшний волнительный день. Этот проект, мы с братом разработали в прошлом году. Я опробовал его в фантастических проектах, но сейчас он более готовый, и он называется «Стросатная система связи». Да. И он о чем? Сейчас во многих местах Сибири связи нет. Но если у тебя есть спутниковый телефон, то у тебя связь будет. А я хочу сделать, мы хотим сделать так, чтобы везде, по всей Сибири, можно было легко позвонить кому-то, даже если ты находишься в самой глуши, взять телефон и кому-то позвонить. Это реально. Это Да. С действительно помощью реально. чего? Вот, с помощью Статусов. каких технологий это возможно? Подожди, а вдруг это, не знаю, бизнес-тайна будущего? Вдруг Ну, Тускул пусть- сделает на этом бизнес, который принесет ему Если миллиарды? это так, то так и скажи. Нет. В общем, есть стратостаты, они летают на высоте 10 километров, и выше. И спутники, как их запускают? Их запускают на высоту 300 километров и выше. Хотя, это очень дорого, и у них, работают они по статистике 5 лет. Потом перестают работать. А стратостаты, их можно запустить очень много на высоту 10 километров. И потом, когда они перестают работать, они приземляются, их чинят, и они снова запускаются. То есть многоразового да. использования. Ой, летит, надо поймать связь и позвонить родным. Буквально так, да?
Ну что, Джилстан Семенович, расскажите, занимаетесь ли вы со своим ребенком? Да, и как вы Ну, занимались, чтобы он, и брат вот настолько Да. увлеклись наукой? Ну да, конечно, это с детства им собираюсь, занимаемся тут у себя в гараже, там мастерскую, типа смастерили там инструменты, там в уголке дома там типа маленькой лаборатории есть, ну вот такой вот. То, С что, какого возраста мальчики получили свою домашнюю лабораторию? ну, скажем, где-то в начальных классах, Мгм. когда ну, начинали с простых вещей, в самом деле это было интересно продемонстрировать работу магнитов. Вот с этого и начали там. Мгм. Ну, магниты стоят, ну, между ними взаимодействия нету. Ну, есть, конечно, но не видно. Но это очень интересно детям, например, да. То есть такой вот элемент, С этим- скажем, легкой практики, Да, да? с этими и пошли, ну, вышли на этот самый, вот эти конкурсы вот республиканские. Ну, оттуда и началось. Ну, в принципе, как, пытаюсь учить технологиям, скажем, что как производится. То есть не просто, не просто, скажем так, высокая наука, оторванная от реальности, Да, а то, что мы конечно. действительно можем использовать в Да. повседневной жизни уже сейчас, да? Да, ага. А что думаете по поводу Да, конкурса? конкурс «Большие вызовы». Как вы относитесь к нему? Как оцениваете? Ну, это очень хорошо, в том смысле, что, ну, во-первых, дети, которые занимаются вот этими наукой, они там уже какие-то там свои, там получают вот эти, ну, видят свои И результаты. свои. знания, и обмен Ага. опытом, да? Далее, второе, это то, что они там, вот такие дети в этих конкурсах встречаются, знакомятся. Ну, вот так, горизонтальные связи, скажем, да? Мгм. Ну и если там один ребенок увидел, что другой знает это, Мгм. А почему другой, нет? да, Да, почему я и я могу. тоже. И вот в таком смысле вот это очень, ну, Подстегивает, да, каждого ребенка? да, скажем, ребенок от ребенка учится лучше, чем от учителя, преподавателя, скажем. Ну, Вот так. действительно. Так интересно, да. Ну, большое спасибо, что вы к нам пришли. Коротенький вопрос, на самом деле, Тоскова, к тебе. Ты веришь в свою победу? На Или- больших вызовах. Да. Ну. На сегодняшних. Или ты вот так вот, как говорится. Ну, волнуюсь, конечно, потому что с каждым годом, ну, дети приходят... Все ну, сильнее и сильнее Мгм, соперники. да. Конкуренция Что ж, большая. пожелаем Тускулу победы. Тускул, мы за тебя держим пальчики и желаем тебе Интереснейшая тема, да. победы. Ну, а Друзья, вам, телезрители, мы желаем отличного дня. хорошего настроения и побед каждый день.